В России появится социальная сеть «Парламентский портал». Здесь избранники народа будут обсуждать свои инициативы в режиме реального времени с коллегами из других регионов страны. Завести аккаунты смогут также политологи, юристы и экономисты. И сделать это они смогут по приглашению депутатов. Руководитель рабочей группы по созданию электронного парламента, вице-спикер Нижней палаты Игорь Лебедев в интервью «Известиям» так прокомментировал необходимость парламентской соцсети. Сложность политической повестки требует кооперации профессионалов. Новая профессиональная соцсеть – по сути, инструмент для поиска оперативных решений для серьезных проблем. Чтобы узнать, как к этой идее отнеслись депутаты Северной Осетии, мы встретились с некоторыми из них. Председатель молодежного парламента Тимур Сагеев считает, что социальная сеть для законодателей – вещь не новая. Она сейчас будет создана для депутатов Государственной Думы и всех остальных уровней власти. Это, еще раз говорю, не является новшеством, но будет ли она нести какую-то пользу или нет, здесь я отвечу таким образом, что как рабочий инструмент, как рабочую площадку я ее считаю продуктивной, потому что это экономит уйму времени, это дает нам возможность избежать бюрократии, вот эти многоступенчатые уровни согласования документов и так далее. Облегчает работу, экономит время, бумагу и так далее. Но только как рабочую площадку. Вот самым, как таковым сторонником принципа самих социальных сетей как средств общения, я, например, большим сторонником не являюсь. Я сторонник жизни офлайн, а не онлайн, чтобы общение оставалось непосредственным, не компьютеризированным. То есть отношусь к этому именно таким образом. Будет ли оно востребовано у нас в республике? Буду откровенен, скажу, что боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Более того, казалось бы, на разных уровнях власти, будь то представители муниципальных, будь то законодательно региональные, есть совершенно разные пестрые представители власти, да? Кто-то из них хорошо интегрирован в эту информационную среду, кто-то абсолютно не интегрирован. Но в своем абсолютном большинстве я считаю, что на сегодняшний день, по крайней мере, депутаты действующих созывов вряд ли будут полноценно этой структурой пользоваться. В газете «Известия» сообщают, что сейчас система дорабатывается, и модераторы ресурса готовятся к массовой рассылке депутатам информации о запуске парламентской соцсети. Чтобы защитить депутатов от фейковых аккаунтов, на сайте предусмотрены серьезные меры защиты. Прежде чем завести аккаунт, представители власти должны будут прислать модераторам подтверждение о депутатстве, номер удостоверения, ссылки на официальные сайты или персональные страницы в других социальных сетях. Своим мнением поделился и юрист Алан Лазаров. Данный проект – это отличная идея. И в принципе, она не должна переходить в традиционную формальность у нас в республике. Ведь у него есть ряд плюсов. Первое – это консолидация депутатов всех уровней. Второе – это связь между представителями власти и экспертным сообществом. Контакт между представителями власти – вот это главное. Ведь если бы подобный проект уже был реализован, возможно, мы не наблюдали бы той ситуации, которая была у нас сейчас в Ордоне. Это же главное в этом проекте. То, чтобы люди могли обменяться каким-то опытом. Третье – здесь скорость. Вы знаете, проблемы в нашей республике не должны решаться под девизом «тише едешь, дальше будешь». Чем быстрее ты реагируешь на проблему, тем больше шансов у тебя ее решить. Особенно, когда ты представляешь интересы народа. Депутаты всех уровней должны будут поместить информацию о себе и своей деятельности. Все они разбиваются на уровне федеральный, региональный и муниципальный. У простых пользователей есть возможность в режиме чтения оценивать инициативы, а также обсуждать их в других соцсетях. Такая функция на сайте тоже предусмотрена. Залина Губурова, Евгений Маркин, Борис Сопоев, Осетия ТВ.